그래서 다 도마들이야 아주 사람 중에 신신한 게 최로 부모님 게 Итак, прежде всего, я хотела всех вас, моих друзей в Дарме, тепло поприветствовать. Вчера, к сожалению, я не смог учить, поэтому мне пришлось перенести учение на сегодня. К сожалению, я очень плохо спал, и поэтому мне немного тяжело учить сегодня, наверное. Не получится говорить долго и громко. И также, возможно, некоторые из вас думают, почему постоянно переносится наше учение, почему у нас нет какого-то четкого по расписанию. Ну, возможно, вы думаете, что я делаю просто это, поскольку мне так хочется. Ну, на самом деле проблема в том, что я в последнее время очень занят, у меня просто слишком много всего, что я должен делать. Я должен готовиться к учению, и также у меня много другой работы, и поэтому мне приходится вносить все эти изменения в график учения. И я очень сожалею об этом. Я прошу у вас у всех извинения за это, прошу меня простить. Вчера был день рождения Макара Мегсирипача, и поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Бакару Мегсирипача счастливого дня рождения. Я желаю, чтобы его жизнь была долгой, чтобы его активности процветали. И те, кто помогает Киевче, Макару Ринпоче, и все его помощники, также я хочу поблагодарить их всех. И в особенности я хочу поблагодарить родителей Аксирипача. И также я хочу поприветствовать всех вас. И о чем же мы будем говорить сегодня, о чем я хотел говорить сегодня? Я уже упоминал, что я хотел бы закончить учить по благим деяниям, по тексту благих деяний. И если бы я продолжил, то сегодня мы бы с вами рассмотрели 31-е благое деяние. Однако в 30-м благом деянии было упомянуто о том, что Кармапа Микидожи основал много монастырских колледжей, и которых изучали как сутру, так и тантру. И Микидожи финансировал их по мере своих возможностей. Но также и много других людей из тех земель, в которых были расположены эти монастырские колледжи, спонсировали возведение этих учебных заведений. Они прежде всего даровали землю, то есть даровали место, в котором такой монастырский колледж мог быть возведен, мог быть построен, и сфинансировали затем само строительство таких монастырских колледжей. И после того, как все эти здания
были возведены, также нужно было финансировать проживание и обучение монахов в этих монастырских колледжах. И также было необходимо заботиться о всех этих монахов, которые жили и учились там. И такими спонсорами часто были местные правители, местные правители, которые управляли какими-то областями. Например, правители Чанга а, финансировали жизнь и обучение 500 монахов в регионе Джанг. То есть по такому примеру также были и другие местные деятели, правители, которые способствовали такой активности, поскольку это не так просто создать и поддерживать монастырский колледж. Недостаточно просто воздвигнуть храм и поставить в него статуи. Необходимо, чтобы в этом храме постоянно практиковало сообщество монахов. И поэтому все это требует не только финансовой, но также значительной организационной поддержки. И все это ведет меня к тому, чтобы отметить особенность Кармапы Микьодоржи. В этом он отличался от предыдущих кармап. И именно 8-й Кармапа Микьодоржи приложил столько усилий для того, чтобы создать монастырские колледжи. И в его время эти колледжи возникли в разных регионах. И мне кажется, есть две основных причины, по которой Кармапа Микьодоржи занимался этой деятельностью, которая была не похожа на деятельность его предшественников. Смотрите на слайд. В слайде вы видите обозначены две причины. Первое – это то, что у Микьодоржи был свой собственный способ мышления, и именно ему принадлежала эта идея создать такие колледжи. Нужно понимать, почему он их создавал, то есть именно его подход к этому, его обоснование. И второе – это причина, это то, как другие школы смотрели на гору, на школу Кармакагью. И это также было причиной для создания монастырских колледжей Кармакагью. То есть таковы эти две основные причины, по которым эти колледжи возникли во время жизни именно 8-го Кармапы Микьодоржи. Из этих двух причин первое – это, как я только что заметил, это особый способ мышления Кармапы Микьодоржи. И что касается этого, нужно знать, что первый философский колледж Кагью, то есть не Карма Кагью, а в целом Кагью, он был основан в XIV веке. Это монастырский колледж Цетангу, который основал Сикуба Джинчук Гялцин. То есть это школа, это первый колледж Шангпо Кагью, Дакпо Кагью. И однако, что касается первого монастырского колледжа, именно Карма Камсанга, Карма Кагью, то первым таким колледжем был колледж, основанный 7-м Кармапой Чудраком Гемцо. И 7-й Кармапа Чудрак Гемцо объяснил таким образом причины, по которым он основал этот колледж. И он написал, создал хартию для монастыря Тупчен, и в этой хартии монастыря Тупчен говорится следующее.
нет необходимо изучить это слово в слово, но чтобы передать вам общий смысл сказанного в этой харте, говорится, когда те, кто а, учится, изучает дхарму, не интересуется практикой, также те, кто практикует, не имеет никакого интереса и к обучению и всегда критикует тех, кто учится, то это неверно. Почему? Потому что учение Будды, сохранение этих учений зависит от изучения и практики, от этих обоих компонентов. И если эти два компонента не поддерживаются, если они приходят в упадок, то это становится причиной для упадка учения Будды. И именно поэтому так важно основывать монастырские колледжи. И такие колледжи могут быть основаны на основе программ изучения, которые могут быть либо тибетские, то есть тибетские тексты будут изучаться в таком колледже, либо индийские тексты, индийские традиции. И если такая шедра, такой монастырский колледж выбирает тибетскую традицию, тибетские тексты для изучения, то тибетская традиция, она основывается на сектарности, на привязанности и отвержении. Поэтому лучше использовать индийские тексты и комментарии как основу для обучения в таком монастырском колледже. И поскольку так важно, чтобы в колледже поддерживался принцип несектарности в разъяснении учения Дхармы. И когда Чудра Гинцо, седьмой Кармапа, основал монастырский колледж, он как раз и исходил из того, что для сохранения учения Будды необходимо как изучение, так и практика. Если обучение отделено от практики, то это не является верным. Они должны всегда быть в единстве. В Тибете, поскольку есть столько различных разъяснений, столько различных подходов к изучению, это может привести к сектарности. Именно поэтому лучше основываться на индийской традиции. И когда седьмой Кармапа основал первый монастырский колледж, он приложил большие усилия для того, чтобы этот колледж основывался на несектарном принципе изучения и был свободен от всего этого, от всей сектарности подходов. И именно таков главный основополагающий принцип основания монастырского колледжа. Именно этим принципом руководствовался седьмой Кармапа Чудра Гинцо. Затем ученик седьмого Кармапы по имени Карма Джилеба основал монастырский колледж Лекшилинг. Это один из самых знаменитых монастырских колледжей Карма Камсу. И из этого колледжа вышли очень известные держатели линии. Прежде всего, это Таши Намгел, держатель линии Гамбо. Также Паво Цуглак Джангва учился в Лекшилинге. И позже в нем также учился Друкпа Пема Карбо, который основал Шедру Друкпа Кагью. Поэтому можно сказать, что седьмой Кармапа Чудра Гинцо, основавший первый монастырский колледж, что привело к подготовке многих влиятельных
деятелей того времени, которые, в свою очередь, также основали монастырский колледж. К примеру, основанные Шадра Друпа, который основал Пема Карпо, был первый Шадра Друпа Калви. Однако в то время его последователи критиковали его за это. Они говорили: ты хочешь изменить линию Друпа Калви. И это описывается в биографии Пема Карпо. Есть много чего, что можно было бы рассказать об этом. Но у нас, к сожалению, нет времени сегодня. Итак, что касается нашей религии, Карма Камсанг, первым Кармапа, кто основал первую шедру, был седьмой Кармапа Шедра Кемсо. Однако тем, кто распространил активность монастырской колледжи, был Кармапа Микью Доржи. И причины, по которым он так интересовался этой задачей основания монастырских колледжей, заключается в том, что он сам считал изучение очень важным. Кроме того, когда Микью Доржи основал Гасал Карма Шунлуглинг в Великом лагере, это был такой первой инициативой, которую осуществил Микью Доржи. Этот монастырский колледж, он был связан с Великим лагерем, он путешествовал вместе с Великим лагерем. Но затем этот монастырский колледж получил свою землю и свой отдельный монастырь, и стал таким уже основательным монастырским колледжем, который уже не путешествовал с Великим лагерем, но постоянно находился в одном месте. И причина, по которой Микью Доржи основал этот колледж, заключалась в том, что предыдущие кармабы, они проводили большую часть своей жизни в отдаленных местах, проводили свое время в практике, и благодаря этой практике, их практике, в Карма Камсанге расцветала линия разъяснения практики. Однако в том, что касается традиции изучения, эта традиция пришла в упадок. Она становилась все слабее и слабее. И в результате, хотя в Карма Камсанге были те, кто способен практиковать Махамудру, там также были индивиды, которые были более склонны к изучению. Они хотели глубоко изучать философию, имели к этому склонность. И причина в том, что как внутри, так и снаружи линии карма Каги было много неверного понимания, неверного толкования философской традиции карма Камсанг. Именно поэтому седьмой Кармапа Шедра Кемсо сочинил развернутые длинные комментарии по традиции Дharmakirti Праманы, а также его ученик Карма Трилепа, он продолжил активность по разъяснению этих философских традиций, например, Праманы и других. То есть уже тогда это назрела необходимость поддержать традицию изучения великих философских трактатов. Кроме того, Карма Трилепа говорила, что я не только
Я не только разъяснял сам эти философские трактаты, но также я создавал опору для их изучения и практики. Я поддерживал тех, кто занимался изучением этих трактатов. И в автобиографии самого Микидоржи, в автобиографии, которая была написана на горе Намты, говорится, седьмой Гялван Кармапа сказал, в своей жизни, в этой жизни я не смог изучить ни единого стиха судры, поэтому для таких, как я, утверждать, что в следующей жизни я посвящу свою жизнь изучению, это довольно громкое заявление. Однако, а, когда мне было 18 лет, я основал Шедру, и когда мне было 27 лет, я создал условия для 20 самых выдающихся учеников, чтобы они могли изучать сутры. И с того времени я посвятил как можно больше времени обучению других учениям сутры в соответствии со склонностями и способностями членов Сангли. Что говорится в этом отрывке? Здесь говорится о том, что во время жизни предыдущего кармапа, седьмого кармапа, Чидрака Генцо, у него не было возможности изучать сутры. Поэтому он вознес благопожелание, дал такое обещание, что в своей следующей жизни он посвятит себя активности распространения традиции обучения. И в соответствии с этим благопожеланием, этим обещанием, восьмой кармапа Микидоржи основал монастырский колледж, когда ему было 18 лет. Еще молод, очень молод, когда он основал первый монастырский колледж. А когда ему было 27 лет, он основал другой монастырский колледж, который специализировался на изучении сутр. И также он на протяжении всей своей жизни даровал много учений по сутре и тантре в соответствии со склонностями своих учеников. И благодаря этому многие его ученики достигли наивысшего уровня обучения, который по традиции того времени назывался Рабджамбо, что можно сравнить с уровнем доктора наук. И в тексте, который называется «Список достижений», который написал Микидоржи, говорится, раньше в линии Кагью очень редко можно было встретить людей, обладающих статусом Рабджампы, наивысшим ученым статусом, наивысшей ученой степени. Однако сейчас во всех монастырях Кармакагью есть по крайней мере 5 или 10 ученых со степенью Рабджампы. И я думаю, что здесь говорится имеется в виду не только Карма Камсанг, но во всех Кагью Шербах. Во всех Кагью Шердах есть, по крайней мере, 5 или 10 ученых с степенью Раджамбы. И это считалось большим достижением, поскольку совсем за короткий период был совершен такой большой прогресс. И важно обратить внимание на то, что Кармапа Микидоржи не только основывал монастырские колледжи, в которых изучалась философия сутры, он также основал несколько тантрических колледжей, в которых изучалась и распространялась традиция изучения и практики тантры. В этом списке достижений говорится, раньше практика тантры не была такой сложной, так как в наши дни при монастырях я основал монастырские колледжи по изучению тантры,
которых изучаются тантры чакрасамвары, гухи самаджи, хиваджри, байравы, сарва, следующего Ямантаги, Махакалы, Джина Сагары, Ваджраварахи, Калачакры и прочее. А также в них преподается способ создания мандал, ритуальные песни, ритуальные танцы и другие аспекты проведения тантрических ритуалов. И я также возродил традицию такого изучения, такой практики. Говорится в этом перечне достижений. И если мы захотим, и именно таким образом мы можем кратко описать эту активность по созданию колледжей. И в Тибете обычно разделились эти две линии. Линии — это стадии изучения практики. И, к примеру, в том, что касается школ Сакья и Гелук, они считались традициями, которые посвящали себя прежде всего стадии изучения, тогда как Кагью и Нигмы, они считались линиями практики. И если мы сравним линии Саки и Гелук с линиями Кагью и Нигмы, то мы видим, что Кагью и Нигмы отличались большим количеством великих практикующих махасидх. Однако в том, что касается внимания к передаче традиции изучения, то в этом казалось, что Саки и Гелук, этому Саки и Гелук уделяли больше внимания. И это не означает, что в традиции Саки и Гелук последователи не уделяли внимания, либо не интересовались практикой. Это было бы большой ошибкой. Почему было бы ошибочно думать так? Как сказал мастер Васубанду, что истинная дхарма состоит из двух частей. По сути, это дхарма писания и дхарма реализации, либо дхарма постижения. И держателями дхармы являются лишь те, кто изучает и практикует дхарму. То есть в этой цитате великого Васубанду говорится о том, что важно как изучать, так и практиковать дхарму. Не говорится, что важно лишь изучать, либо практиковать. Обе эти составляющие являются чрезвычайно важными и должны быть всегда в единстве. В этом и заключается полнота активности дхармы. И также в этом есть последовательность. Сначала необходимо делать одно, затем второе. Сначала необходимо посвящать себя изучению, затем практике. Это можно сравнить с тем, как мы готовим пищу. Сначала нам нужно научиться готовить. Затем нам нужно купить все составляющие для готовки. И лишь затем мы можем приступить непосредственно к процессу приготовления пищи. Если мы не будем знать, как готовить, мы никогда не сможем приготовить что-либо. Именно поэтому для изучения и практики очень важна последовательность. И обе эти составляющих важны. Или единственная разница между ними — это разница, что идет первым в этой последовательности, а что последующим. Баба сказал, что начинающим следует посвящать себя изучению. И когда они обретут стабильность в интеллектуальном постижении, затем нужно посвящать себя практике. Также первый Кармапа Дюсун Кемпа сказал, мудрость чрезвычайно важна. Однако это не должна быть мудрость чего угодно.
Прежде всего, необходимо обрести мудрость путем слушания, изучения, и благодаря этому распознать свое мрачение. Затем необходимо преодолеть их, необходимо уменьшить их с помощью мудрости созерцания, а затем необходимо полностью искоренить их посредством мудрости, обретаемой посредством медитации, с помощью медитации. И именно поэтому Микки Доржи прежде всего стремился к тому, чтобы те, кто вступает во врата учения Каги, изучали тексты сутры и тантры для того, чтобы обрести верное воззрение. И затем, после того, как они обретали верное воззрение, они должны были посвящать себя практике в удаленных местах и обретать опыт постижения, следуя по стопам великих отцов линии Кармакаги, точно так же, как ребенок, вступающий в права наследования своих родителей, необходимо следовать традиции великих отцов, основателей. И в этом мы видим то, что очень важно единство изучения и практики. И это считалось чрезвычайно важным. И именно это было главным причиной, по которой Микки Доржи хотел основать монастырский колледж. Это первая причина. Затем вторая причина – это причина, как другие думали об этом, либо как другие школы традиции относились к традиции Кармакаги. К примеру, Церчин Лосогемцу, который был мастером, держателем школы Сакью, он был тем, кто стоял у истоков трех главных традиций Сакьи, которые называются Моро, Дзонга, Царь. Он был учеником Даринга Кумпамбы и великим ученым и практикующим своего времени. Итак, этот великий мастер Церчин Лосогемцу, он был больше, чем ситха, либо ученый. И как он был великим ситхой ученым, и каков же был его путь из обучения. Сначала он присоединился к монастырю традиции Гилук, Таши Лумпо, и он принял обеты послушника от второго Далай-ламы Гиндуна Генцо, который даровал ему имя послушника Лосо Генцо, всегда было его имя послушника. Однако, как же он стал сакьябой? В его истории жизни говорится, что как-то он очень сильно поранил ногу. И для того, чтобы получить лечение, чтобы излечить эту пораненную ногу, он отправился к ламе по имени Гейндун Гемцо, которого звали Дорин Кумпамбо. И так он стал сакьябой. И среди всех последователей школы Сакьи он был очень знающим в сфере сутры. И также он очень хорошо знал тантры. И он посвящал себе изучению со многими великими учителями того времени, включая Карму Трилепу. И у него было два великих ученика, которых сравнивают с Солнцем и Луной. И звали Кенсо Ванчук и Монте Луджоп Генцо. И позже известный мастер по имени Гелва Сунем Генцо учился у него, и также
Великий Пятый Далай-лама проходил обучение в линии его учеников. И таким образом, это великий мастер. И в своей автобиографии Цзерчен Локалгенцо пишет, что однажды, когда он приехал в Кицал, в районе Дриюл, это случилось в то же время, когда туда приехал 8-й Кармапа Микьо Доржи. И правитель Оренбург сказал всем выйти и его поприветствовать. И когда владыки учителя Дриюля подготовили большой прием по случаю приезда 8-го Кармапы, они были очень возбуждены и радостны по этому поводу. Однако, что подумал Локалгенцо? Подумал, а в чем вообще смысл таких больших приготовлений? У нас нету какой-то большой связи с Кармапой. Зачем так готовиться к его приезду? Однако, когда он приехал, его все спрашивали, ты видел Кармапу? Ты встречался с Кармапой? И Локалгенцо на это отвечал, возможно, Кармапа является великим существом. Есть такая возможность. Это я могу прийти к такому заключению, основываясь на том, что я слышал от других. Почему? Потому что Кармапа принадлежит к линии учеников Гамбопы. Это трое из Кама, Дисум. Это Дюсум Кемпа. И это он один из трех людей, трех учеников из Кама, он Дюсум Кемпа. И он является держателем линии практики, которая происходит от великого Гамбопа. Однако, когда я смотрю на то, что он делает в этой жизни, похоже, что он не придерживается своей традиции практики. Похоже, что то, чем он занимается, это красит ступы, которые следует красить в белый цвет, он красит их в черный, и также он красит камни в белый цвет. То есть это такая поговорка, которая говорит, что он делает не то, что нужно. Ступы, которые необходимо красить в белый цвет, он красит в черный, а скалы, камни, которые вообще необходимо красить, он красит в черный цвет, красит их в белый цвет. И похоже, что Кармапа все, что делает, он соревнуется с Сакьяпами и Гелукпами. И с Сакьяпами и Гелукпами. И поэтому посвящать свое время изучению. Однако в чем смысл изучения? Столько различных учений, философия, грамматика, тантра и так далее. То есть много всего, чему можно себя посвятить. Но это лишь увеличивает 8 мирских забот. И похоже, что он поддерживает очень тесные связи с правителями, министрами, официальными лицами. И при этом он недостаточно связан с гуру своей линией. Он недостаточным уважением относится к трактатам, написанным в их традиции. Возможно, это имеется в виду, что имеется в виду, это то, что Микьо Доржи не следовал традиции Шентонг и на пустотности, которая была превалирующей в Карма-кагье для него. И дальше говорится в этой цитате, что
Кармапа не собирает учеников, и у него нет никакой, именно у него нету никакой веры к Микидоше. Это то, что он заявил. И что вкратце, что он говорит, это то, что Микидоше должен был бы посвящать себя практике, вместо того, чтобы посвящать себя традиции изучению, основывать монастырские колледжи и прочее. Именно поэтому я не уважаю Микидоша. Это вкратце то, что он говорит. Что я думаю об этом? Мне кажется, что в этой активности Кармапа Микидоржи, он в этом его интересе к традиции изучения. И я об этом глубоко думал, посмотрел с разных сторон. И мне кажется, что есть много философских колледжей, Санка и Пилу, и Микидоржи не стремился соревноваться с ними, либо каким-то образом копировать их. И почему я не думаю, что он хотел с ними соревноваться, либо копировать их? Именно потому, что у Кармапы были свои причины для основания, для распространения активности изучения. Почему? Потому что в то время тех, кто мог посвятить себя однонаправленно практике, становилось все меньше и меньше. И в таких обстоятельствах, когда существа, по сути, не могли посвящать себя практике должным образом, они, и в то же время у них не было возможности посвящать себя изучению, начали возникать различные сомнения, неверные понимания, неверное толкование, неверные концепции, сомнений и в Дхарме в целом, и традиции Кагьи в частности. И именно поэтому было так важно повысить уровень изучения и понимания Дхармы в целом и традиции Кагьи в частности. И это то, как мне кажется, что именно так было. Что это была одной из причин. Однако, если мы взглянем на это с другой стороны, и если мы посмотрим на труды Микидоржи, мы увидим, что Микидоржи особенно ценил труды мастеров Кадамбы, мастеров традиции Кадам, включая Падову, например, длинный монолог и прочее. А также ему очень нравились ранние писания мастеров Кагьи, Махарабы, Миларабы, Гамбобы, Пагмоджубы, Шангцалбы и другие. И он сам изучал их, и также он учил их другим. И также он написал много комментариев по этим текстам. И в этих комментариях на сутры и тантры особое внимание он уделял воззрению отцов-основателей традиции Кагьи. И в особенности он называл единое намерение Трикунпа Чиктана Сунганы наиважнейшей философской школы традиции Дакпо Кагьи. И во время своей жизни он сам изучал этот трактат, а также учил ему других. И поэтому в его собрании сочинений мы можем найти 4 тома писаний, посвященные единому намерению Чиктана Сунгана. И по этим причинам мы можем видеть, что Микидоржи распространял
традицию изучения. И причины, по которой он это делал, не заключались в том, что он стремился копировать других. Он считал, что если мы не будем учиться, то все будут лишь критиковать нас, считать нас глупыми. Именно об этом писал Таши Чинчук Гилцан в своем завещании. Он об этом завещании он упоминал причины, по которым он основал монастырь в Цитанге. И в этом говорится, что Будда Шакьямуни, а также великие мастера прошлого были великими учеными, а также великими практикующими. Именно благодаря этому они смогли достичь великого просветления. И однако в наше время люди в нашей традиции не обращают внимания на изучение. Они просто сидят и медитируют, и поэтому другие критикуют их, называют их глупыми медитаторами, которые ничего не знают. И это говорит о том, что дарма, которую они стремятся донести другим, является эффективной для этих людей. Они не понимают ее метод, которым они пытаются обучить, они не могут понять. И похоже, что просто не было другого выбора, как основать монастырские колледжи Шедры. И поскольку он видел все тенденции, которые развивались в то время, и чтобы что-то обсуждать с другими, недостаточно просто положить на пол подушку для медитации и либо сделать какой-то знак. Необходимо говорить с ними, необходимо говорить на их языке, философском языке. И язык сущностных наставлений — это очень личностный язык. Это то, чем нельзя делиться с другими. Мы не можем обсуждать с другими личные полученные сущности и наставления. Мы можем лишь делиться общими учениями и пониманием, прозрением в этих учениях. Именно поэтому так важно иметь возможность разъяснять другим великие трактаты. И именно это является таким важным. Если мы взглянем на наследие Карамапы Микки Доржи, то его труды ценятся не только в Каге, но также в других школах. Эти великие тексты Каге, они возникли благодаря 7-му Кармапе, 8-му Кармапе, а также Друкпе Пема Карпо. Если бы эти великие философы не создали этих трактатов, то сейчас, если бы мы даже бы и основали монастырские шедры, у нас не было бы никаких текстов, которые мы могли бы в них изучать. У нас не было бы собственной философской традиции. И лишь сейчас мы можем видеть это великое значение и великое влияние, благодаря которым у нас есть все эти тексты. И эти трактаты Микки Доржи, когда они были спасены из Тибета и принесены в Индию,
то те, кто получил к ним доступ, они были исполнены великой радости. И это были не только последователи Каги, но и последователи других традиций. Они даже не могли поверить, что у вас, как группы, есть такие великие тексты. Многие кемпы говорили мне об этом, вспоминая о тех временах первых годов после того, как Дharma была принесена в Индию из Тибета. И после того, как позже в храме, позже в Каме, в Палпунге и Зерманге были основаны монастырские колледжи, они могли процветать лишь для того, что они могли преподавать эти 13 великих текстов. И это великие, а также великие тексты 7 и 8 кармап. И на самом деле немногие знали, что в традиции Каги вообще есть комментарии на 5 великих трактатов. И это лишь один из примеров. Но какое отношение других школ карма Каги? Это, возможно, связано с кармой последователей карма Каги. Если Каги пытаются основать традиции изучения, другие говорят: о, вы не заботитесь о своей традиции практики. А если они не учатся, тогда другие говорят: о, они как идиоты, медитирующие, подобно суркам в горах. Они ничего не понимают. И это свидетельствует о том, что занимаются ли последователи карма камсанга практикой либо медитацией, они их все равно критикуют. В этом я вижу созревание их особой кармы. Как бы там ни было, во время своей жизни Микки Доржи основал много колледжей, в которых изучали как сутру, так и тантру. Давайте продолжим. Из всех этих монастырей, которые основал Микки Доржи, я хотел бы рассказать о Карма Гацаль Шунлунге. Карма Гацаль Шунлунге. Я хотела бы рассказать, как этот монастырь был основан. Итак, Микки Доржи основал много разных монастырских колледжей, в которых изучали сутру и тантру. И среди них особое место занимает Карма Гацаль Шунлунг Линг. Я хотел бы рассказать об этом в 10 основных пунктах, чтобы вам было легче понять и запомнить. Первых из этих 10 это то, как эта монастырская шедра была основана. Итак, в том, что касается года, в который была основана шедра карма Шунлунга, то в период для ученых, а также в золотых четках линии Каги, говорится, что она была основана в 1532 году водяного дракона, 10-й месяц. И в то время Микки Доржи и Великий лагерь пребывали в Тао-Цаклунге, в Конгпу. И в то время Микки Доржи пригласил 10 монахов из Лекшелинга
Венедюки, включая ученого Ринчена Лека, а также Рабджамбу Санье Еши. И именно они, эти монахи и эти выдающиеся ученые из Лекшилинга, стали той основой, на которой был основан это шедра карма Шунланлинг. К ним присоединились те, кто учились у Микёдоржи, известные ученые из его окружения, включая Рабджамбу Чакланга Леку, Кампо Рабджамбу Санге Сангпо и другие. Как я уже объяснил, Великий лагерь — это действительно был лагерь, который состоял из палаток, и этот лагерь переезжал с места на место. И сначала этот Карма-Шунлунг-Линг, монастырский колледж Карма-Шунлунг-Линг, поскольку он принадлежал изначально к великому лагерю Кармап, то он переезжал с великим лагерем с места на место. Я был как бы таким сопровождающим лагерем, который следовал за великим лагерем. И затем, позже, когда была дарована земля для этого колледжа, и он стал уже таким стационарным учебным заведением, то тоже стал главным учителем, либо настоятелем этого учебного заведения. Не совсем ясно, поскольку, как я уже отметил, в его основе лежала деятельность Кемпо Рабджамб из Лекшилинга, и, возможно, один из них был главным ученым и настоятелем в Карма-Шунлунг-Линге. И Лекшилинг, тем не менее, оставался отдельным монастырем. И похоже, что эти ученые, которые были основателями Шунлунг-Линга, они затем также основали монастырский колледж в Ратиган, который назывался Ратиган-Линг Миндяке. И в этом колледже преподавались 5 великих трактатов. И этот Ратти колледж принадлежит монастырю, который сохранился до наших дней. Он до сих пор называется Ратти монастырь. Однако после того, как он был разрушен армией монголов, он стал Нигматинским монастырем. И сейчас он известен как монастырь Ленинигма. Возродился как монастырь Ленинигма. И среди всех этих ученых, кто был наиболее выдающимся в этой шедре, похоже, что Паво Цуплак Трема был одним из главных. И об этом мы можем делать заключение. Я читаю историю отношений Микёдоржи и Паво Цуплак Трема. К примеру, есть упоминание о том, что Микёдоржи даровал Паво Цуплаку Тренгле, даровал статую самого себя из драгоценного материала, а также рукописный текст великого комментария
на винаю, которую он написал, а также подушку с вышитым львом. Я сказал, что благодаря их связи, а также предыдущим благопожеланиям, он назначает его главным ачарьей, главным профессором Карма Шунлунг. Именно это описывается в автобиографии Цуклага Тревелы, которая называется «Зеркало, которое отражает лицо запутанности». И говорится, что таким образом Цуклаг Тревел стал главным ачарьей Карма Шунлунга. И он сохранял эту должность, по крайней мере, 5 лет, до 1537 года. И на протяжении этого периода он учил 5 великим трактатам: Мадхьямаке, Прагне, Парамитте, Винай, Ведайме и Прамане, а также глубокому внутреннему смыслу Шиваджра Тантре и Таратантра Шастры. И это помогло процессу формирования великих выдающихся ученых, которые могли преподавать бесконечные сутры тантры. И затем говорится, что в 1537 году, это был год огненной птицы, когда Микьо Дорджи и Великий лагерь стояли в Луншоташе Тамге, в Ларикунге, Баба Цуклаг Тревел ушел с должности главного ачарьи Карма Шунлунга. И Микьо Дорджи принял его отставку. И тогда Микьо Дорджи задумался о том, кого же назначить главным ачарьей вслед за ним. И было много ученых в Лекшелинге, а также в Шулунглинге. И он искал кого-то, кто может преподавать все 5 великих трактатов, всех 5 главных сфер знания. И тогда Микьо Дорджи созвал конференцию, дебаты, в которых принимали участие как преподавательский состав Лекшелинга, так и преподаватели монастырского колледжа Карма Шунлунга. Это был такой симпозиум по самым тонким аспектам смысла 5 великих текстов, 5 великих трактатов. И в воспоминаниях говорится о том, что эти диспуты, которые имели место в то время, они очень порадовали Микьо Дорджи. И в 1539 году Микьо Дорджи и Великий лагерь стояли в Шикшаринпунге. И во время пребывания здесь Микьо Дорджи даровал учение студентам, ученикам Карма Шунлунга по своему собственному комментарию на Прагня Парамиту, который называется «Отдых для йогина». И в то время в Карма Шунлунге пребывал Палкан Лацао, который преподавал грамматику. И также сочинительство, поэзию и другие предметы. И
И, и э, с- как же развивался этот процесс формирования ученых в этом учебном заведении? Хочу вам привести пример. Ам, Это произошло в 1540 году после Нового года и Великого Маннама. И когда брат владыки Топгялвы принял монашеские обеты от Микёдоржи, и его монашеским именем стала карма Дамьяндагпак. И с этого момента он обучался в карма Шмулинги и стал очень знающим. И после того, как он вернулся к себе на родину, он основал монастырский колледж, который назывался Тупьяла Карма Виная. И в этом центре он продолжал развивать ученую активность. И благодаря его усилиям и в этом монастырском колледже также начали процветать учения Кагyu. Это лишь один из примеров, как это ядро, заложенное в виде карма Шмулинга, способствовало развитию и распространению учений в других регионах. И когда один из учеников, получивших образование в этом колледже, продолжал деятельность. И после говорится, что в последующий год Микёдоржи и Великий лагерь владыка Ринпунга пригласил провести следующие 3 года в Центральном Тибете в Цанге и путешествовать по Цангу, по различным районам Цанга. Микёдоржи согласился, однако он предпочитал отдаленные районы, отдаленные места. Он не хотел оставаться в каких-то населенных районах. И тогда правитель Ринпунга был недоволен этим. И несмотря на это стремление пребывать в отдаленных районах, Микёдоржи все еще уделял внимание активности по развитию карма Шмулинга. Он учил монахов, он также поддерживал традицию диспутов сочинительства. И правитель Ринпунга, он хотел поддержать деятельность карма Шмулинга, и он отправлял детей учиться в этом колледже. Однако в основном дети, которые становились монахами, не были столь успешны в этой деятельности изучения. Однако, поскольку сам Кармапа учил других студентов, а также поскольку они путешествовали по разным регионам, у них была возможность также учиться у других мастеров, других ученых. Таким образом, они получали возможности, которых не были у студентов, учеников других монастырских колледжей. Теперь, что касается того, как монастырский колледж расположился на постоянное место пребывания в Лумпоганге.
в районе Ярды. Говорится, что в 1543 году владыка Ла Букпе Чемпо пригласил Микё Доржи и Великий лагерь в Тромсе, Тромсар, что расположен в Лумпоганге, регионе Ярды. И владыка готовился к прибытию Кармабы, и он посадил много деревьев в этой местности, на этой земле, и также построил алтарь, посвященный нагам, а также воздвиг колонну, которая гласила, что это место называется Гасал Дharma Ли. И он говорил, что таким образом он создает благоприятную связь для того, чтобы в будущем на этом месте возник монастырь Кармапы. И затем, когда Микё Доржи и ламы Великого лагеря прибыли на это место, то они осветили эту землю, провели специальные церемонии и также заложили фундамент для храма. И также заложили фундамент для строительства монастырского колледжа Карма Шунлунг-Линга. И это именно таким образом Карма Шунлунг-Линг обрел постоянное место пребывания. До того, как он переехал в Ярду, у него не было постоянного места пребывания, он постоянно переезжал с места на место. Поскольку эту землю владыка Ярду назвал Гасал Дharma, то полное название Карма Шунлунг-Линга стало Ярду Гасал Карма Шунлунг. И позже, в год Водяного Тигра, Кармапа и Великий лагерь, когда они приехали в Токджок-Джигур, то Карма Шунлунг остался в Ярду. Ярду означает верхний регион Ты. И именно тогда Карма Шунлунг стал называться Ярду Гасал Карма Шунлунг, и он стал постоянным монастырским колледжем, отделился от Великого лагеря и обрел постоянное место пребывания. И Лумпоганг в Ярду – это высокогорная долина, в которой течет река, которая спускается в Шамбу. И в этом регионе три составляющих, три части. Это верхняя, средняя и нижняя часть. И именно это место называется Ярду. И место, именно там расположены долина Ярлунг. Это очень известная долина, связана с деятельностью первых правителей Тибета по династии Ярлунг. И в этом месте также расположен Тромсар. В Тромсе находится дворец правителей этого места. И его поместье, место его пребывания называется Самдрум-Деченце, что кратко называется Самде. И семья правителя принадлежала к императору Тибета по имени Усунг.
Он был, Сун был сыном тибетского императора Дарма-Удэнсена. И в историях региона Нахла-Гупачен говорится, что его род как раз и восходит к Осумгу. И также в другой истории, в исторической хронике говорится, что семья правителей династии Ярлу также начинает берет свое начало из того же рода. То есть это род этого правителя связан с родом династии Ярлу. Потом однако история этого рода, в этой истории этого рода много неясностей. И после того, перед тем, как монастырский колледж постоянно получил свое место применения в Ярде, он просто принадлежал к великому лагерю. И после того, как он переехал на постоянное пребывание в Ярде, это было очень благоприятным развитием. Почему? Потому что это очень красивое место. Очень благоприятное место для пребывания. Много деревьев, оно очень красиво. Также там благоприятный климат. И поэтому было очень хорошо, что Кармапа согласился именно на то, чтобы это место стало местом постоянного пребывания Карма Шумлинга. В Харьке, которую Микки Дорджи написал для монастыря, для монастырского колледжа, говорится, что изначально Гацал Карма Шумлинг был частью лагеря. И эта хартия была дарована монастырскому колледжу, когда он был еще частью лагеря. И эта хартия называется временной. И из этого мы можем видеть, что это время, которое предшествует тому времени, когда монастырский колледж обрел постоянное место пребывания. И когда это произошло, Микки Дорджи собирался создать более детальную хартию, более детальный устав для этого монастыря. И затем в 1540 году, в начале 10-го месяца, Микки Дорджи и Великий лагерь приехали в Намгьялганг, в Ярду. И в то время Микки Дорджи даровал учение Санхе Гацал Карма Шумлинга по великому трактату о философских школах, сочиненному Чинга Дракпа Джунгне. Это третий держатель линии Пагмодрупы. И все ученые Рабджампа Гацал Карма Шумлинги провели диспуты по сложным моментам в этом философском трактате. После этих дебатов, после этих диспутов были проведены экзамены, также экзамены не только по пониманию текста, но также экзамены по участию в диспутах. И в истории говорится, что уровень проведения этих диспутов был очень высоким, и это порадовало Кармапу. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это о традиции печатания текстов. Похоже, что примерно в 1553 году Кармапа попросил Павлоца Пакджеву подготовить издание философских трактатов в Гацал Карма Шумлинге. Это касалось писания третьего Кармапы.
его автокомментария на глубокий внутренний смысл, а также трактат седьмого Кармапы «Океан писаний по логике», а также великий комментарий Микё Доржи на Параниту. И похоже, что в то же время были напечатаны сутры вина и вина сутры. И именно это говорится в Калифорнии, издание Виная Сутры и комментария на Виная Сутры, которые хранятся в библиотеке Поталы в Бхасе. И после того, как Кедоржи умер, его наследником был Шамарпа Кончок Янлак. И 9-й Кармапа Ванчук Доржи был его учеником, а затем Шамар Чоки Ванчук был учеником 9-го Кармапы. В это время Шумлунглинг, карма Шумлунглинг продолжала развиваться и процветать. Однако сейчас у нас нет времени говорить об этом детально. И следующее это то, как был восстановлен Гаден Тосамлинг. Говорится, что монастырь Гаден Тосамдаргелинг был построен в 11 месяц года Железного Зайца в 1651 году. Это тот год, когда 5-й Далай-лама прибыл в Ярлу. И он находится в южной части современного Тибетского автономного округа в регионе Недонг, Ярто Юцо. Это в наше время этот город называется Чудегонг. И это один из больших монастырей в южном регионе. И говорится, что и согласно устной традиции передачи в этом монастыре, говорится, что этот монастырь был основан в XI веке Рала Цевы Туржаджаков. И они не вспоминают о том, как этот монастырь был основан в 17 веке пятым Далай-ламой. Ну, как бы там ни было, это свидетельствует о том, что этот монастырь не был изначально монастырем Гелук. Возможно, это был изначально монастырем Кагью. И подтверждением этой гипотезы является наличие храма Махакала на втором этаже этого монастыря. И в этом храме постоянно делается практика подношения Торм Махакали, под названием Мадагма. Это известная практика подношения Торм Махакали, написанная в 8-м Кармапе, а также Дакини, охранителем Дharma, местным божеством. И затем перед культурной революцией
В этом монастыре хранились много сокровищ, статуи, традиции, традиции Кагью. К примеру, там хранилась статуя Ваджрадара. Однако все это было уничтожено во время культурной революции. И это больше об этом исследовании можно прочитать у современного исследователя по имени Ген Туттен Безер. Я, однако в этом исследовании нету каких-то фактов, подтверждающих, что Гаден Тосамлинг, собственно, и был Гацал Шунлун Лингом. Однако он был изменен из Кагью, его принадлежность была изменена. Из принадлежности Кагью принадлежность к линии Нигмы. Однако в автобиографии пятого Далай-ламы говорится, что в год Железного Зайца руины Карма Камсанга были перенесены в Гарден Тосандаргели. Похоже, что этот год Железного Зайца — это 1651 год. И в 11 месяц того года Великий Пятый Далай-лама посетил Ярлунг. И именно тогда он основал Тосандаргели на руинах Гацал Карма Шунлун Линга. И это подтверждает тот факт, что этот Камсанг, монастырь, о котором упоминает Пятый Далай-лама, и был Гацал Шунлун Линг, как он пишет в своей автобиографии, что в год Железной птицы Тосандаргели уже не существовал, и мог посетить лишь руины Гацал Ваярты, старый храм, который был передан традиции Гелук. И похоже, что этот вопрос требует более детального рассмотрения и изучения. Но, по моему мнению, это свидетельство 1651 года из автобиографии Пятого Далай-ламы говорит нам о том, что место, где находится Гаден Тосандаргели, это в прошлом и был Гацал Карма Шунлун Линг, который был разрушен и затем восстановлен как Гаден Тосандаргели. И поскольку эта история ясна, это связано с тем, что когда Тосандаргели был основан на этом месте, по сути, от Гацал Карма Шунлун Линга ничего не осталось. В автобиографии говорится, что там были лишь руины старого храма, а также алтарная и ладранг, а также остатки кухни на восточной части. Вокруг были остатки жилых блоков для монахов. И больше ничего не осталось. Это все, что было передано нам в Тосандаргели. И тогда был построен новый храм, новая кухня. По сути, этот монастырь был возведен заново. И я думаю, что на этом нам следует остановиться. Это то, о чем я хотел вам рассказать. И последнее, о чем я говорил, это такая
интересные темы истории. Первые шедры основаны Кармапой Микки Дорджи. Главное, о чем нам следует помнить, это то, что Микки Дорджи основал много монастырских колледжей, в которых изучали как судру и тантру, но ни один из них не сохранился до наших дней. Все они были разрушены. И не было места, в котором могла поддерживаться традиция изучения в карма камсанге. И сейчас мы основали много монастырских колледжей, и это очень важно, поскольку в прошлом не было такой возможности. Если бы в прошлом были какие-то монастырские колледжи, они были уничтожены. Однако сейчас у нас есть много монастырских колледжей, и в этих колледжах изучаются тексты, которые мы не могли изучать на протяжении многих столетий. Это трактаты, которые были написаны Кармапой Микки Дорджи, третьим Кармапой Ранджунгом Дорджи и другими мастерами Кагью. И в прошлом эти тексты не изучались, традиция их изучения была прервана. И у нас есть такая возможность изучать, и поскольку у нас есть эта возможность, нам следует ценить ее, когда мы смотрим на историю жизни 7-го, 8-го Кармапы. Их активность привела к расцвету традиции судры и тантры. Об этом говорится как о факте, однако ничего не говорит о том, как их наследие сохранялось. И поэтому, когда мы изучаем историю этого наследия, мы можем понять, как важно хранить эту традицию, ценить эту возможность. Поэтому я прошу вас всех задуматься об этом и помнить об этом. Точно так же, как Микки Дорджи об этом думал, и всегда об этом помню. Нам необходимо иметь как традиции изучения, так и традиции практики. Конечно, карма камсак известна как традиция практики, однако, чтобы практиковать, нужно иметь мудрость, нужно иметь веру. А вера и мудрость не зарождаются из ниоткуда, чтобы они зародились. Для того, чтобы зародить их на основе наставлений, необходимо иметь основу из общего изучения и созерцания. Также необходимо обладать усердием в изучении и затем усердием в практике. И именно таким образом мы можем преуспеть как в изучении, так и в практике. И то, что у нас есть такая возможность, это все благодаря мастерам прошлого. Если мы не будем интересоваться этой традицией, если мы не будем посвящать себя изучению, не будем посвящать себя изучению, то в результате это послужит причиной тому, что другие линии снова будут критиковать нас, что Кагьюпа ничего не знает, они не изучают философию, они не знают философию. Поэтому для нас важно, чтобы эти монастырские колледжи успешно функционировали, чтобы в них поддерживалась традиция единства, слушания и размышления, а также практики. И не просто изучать, но также соединять изученное со своим естеством. И таким образом приходить к сущностным наставлениям по практике, как и эти наставления, они должны соответствовать философским трактатам. Необходимо, чтобы они соответствовали словам Будды. И нам необходимо понимать эту связь, нам необходимо понимать эту основу, из которой возникают сущностные наставления. И для того, чтобы это понимать, необходимо знать о других традициях.
Не просто заявлять, о, мы великая традиция практики, а необходимо понять, почему мы великая традиция практики. Для того, чтобы быть великой традицией практики, необходимо практиковать, необходимо учиться и не просто заявлять об этом, а действительно делать это. Я так, это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Итак, посвящение заслуги. Я хочу вам еще показать фотографию. Это Тесемлинг, монастырь, о котором я рассказывал сегодня. И завтра у нас будет учение, так что услышимся завтра. Спасибо.